Всем привет, меня зовут Аина, и это рубрика «Новости». Сегодня мы поговорим о ютубовских новостях, о новостях города Якутска, узнаем великое продолжение великих выборов. А перед началом этого видео не забудь поставить лайк, а также подписаться на мой канал. Солнышко, да, снимаю днем, вот это просто шок. Всегда снимала ночью. За эти 2 недели произошло очень много событий. Ивангай! Недели 2 назад на канале Дудя вышло интервью Ивангая. В этом интервью почти 2 часа Дудь спрашивал у Вани вопросы, где же он был, чем он занимается. Самое смутительное было то, что Ивангай рассказывал о всяких веществах. Ивангай сидит на наркотиках. YouTube разделился на 2 лагеря. Те, кто сказали, что Ивангаев ускатился, стал каким-то нариком, все. А вторая часть его вроде бы не осуждает и даже поддерживает, но все-таки предупреждает, чтобы он не заигрывался с этим. В чем, собственно, дело-то было? Ивангай рассказал, что все то время, пока он был на Ютубе, когда он даже давал интервью, он все это время немножко употреблял. Единственное, почему я дал интервью, я тогда скурил косяк, и я не смог отказать. Что-то похоже на траву. Да, да. Что это было? Ну, трава. Он об этом говорил настолько открыто и непредвзято, что лицо Дудя просто описывает всю реакцию Ютуба. Грамотно применять. Это действительно, я тоже и на этом шишки набил, торта не те выбирал. Это вот, чтобы ребята знали. Не страшно держать дома? Страшно. Могут? Конечно, страшно. Конечно, потом он сказал, что все это он делает исключительно ради всяких научных целей, что он познает самого себя таким образом, что он не перегибает, и что он уже как месяц или 2 уже ничего такого не делал. Ты курил вчера перед сном? Не. Не-не-не. Я не курю месяц. Ну, я просто регулярный потребитель. Остается ему верить только на слово, что эти вещи его никак не портят, а только развивают, хотя я не представляю, как может априори негативная вещь развивать человека духовно. Также Ивангай раскрыл некоторые вещи про Марьяну, и про то, как он к ней относится, и про то, что за вбросы были все это время, и что вообще, что с ними сейчас. Ивангай сказал, что все это фейк, сказал, что я умнее этой пары. Ну, типа, я реально умнее этой парочки, типа. Смогу кукухой поехать, если продолжу эти отношения. Ты поднимал на нее руку. Такое было? Нет. Все закончилось от нервного срыва. Я очень рад, что они нашли друг друга. Кстати, друзья, я не могу почему-то дописаться до Вани. Мы должны были сделать с ним фит. Он должен выйти в январе, но он перестал отвечать. Наверное, с ним что-то случилось. Помогите, Ивангай, выйди на связь. Вранье. В общем, видно, что он никак не хочет связываться с Марьяной, и что они больше друг другу точно никто. В целом, на интервью очень было приятно посмотреть, послушать, потому что ну, камон, посмотреть на Ивангая с 2010 года. Ну, в целом, видимо, человек задолбался, решил забить немножко наработку, но потом что-то в голове его щелкнуло, и он начал пилить видосики, и мы снова вернулись в 2015-16. И сейчас он вернулся на YouTube. Ну, посмотрим, обгонит ли он Влада Бумагу, что будет с его каналом дальше. Эдвард Билл. Просто человек-псих, делающий сомнительный контент. Ну и вообще очень часто можно увидеть, рекламируют всяких каперов, букмекеров. Кого? Амирана Сандаров? Как его имя? Как его? Амиран Сандаров? Сарданов? Садранов? Амиран Сардаров! Простите. И также является хорошим другом Амирана Сардарова. Очень много людей говорило про него, что он ужасный человек, и что он рано или поздно что-то сделает такое ужасное, либо убьет человека, либо себя, либо что-то еще произойдет. Это и случилось. Он попал в ДТП и довел человека до комы. Известному блогеру Эдварду Биллу официально предъявлено обвинение по делу о ДТП на Новинском бульваре. Он был за рулем Ауди, когда машина на огромной скорости вылетела на встречку.
ДТП с участием 5 машин в центре Москвы. Почему я упомянула, что он лучший друг Амирана Сардарова? Потому что часто на его сторизах можно увидеть то, как он гоняет по центру Москвы, вот так вот объезжает, как он превышает скорость на 100 км в час, что он вообще, ведет себя неадекватно и водит как мудила настоящий. Быстро. Только не в шашки, только не в шашки. Святая Дева Мария. КамАЗ! И постоянно он это снимал на видео, как он нарушал эти права. У него очень много штрафов, около 500. Все это дело почему-то никак не ограничивало его в вождении машины. И хотелось бы, по крайней мере, чтобы у него права отобрали. Ну и дальше будем следить за развитием событий. Посадят его, не посадят. Что случится, не случится. В общем, будем смотреть. Переходим к якутским новостям. Наконец-то прошли выборы. Просто неожиданная неожиданность. Знаете, кто стал нашим мэром? Евгений Григорьев. Как? Я не представляла. Было несколько кандидатов. Евгений Григорьев, Виталий Обедин и Сава Михайлов. Обедин, он журналист. В общем-то, я и не знаю больше о нем ничего. Григорьев. Человек, который работал в мэрии, почти преемник Сардана Авксентьевой. И Сава Михайлов с КПРФ. Явка составила 41%. И по предварительным итогам за Григорьева проголосовало 43%, а за Обедина 40%. И третье место, Сава Михайлов, он 11% свои собрал. И случилось так, что вот совсем чуть-чуть не хватило Обедину собрать голоса свои. И все-таки это было очевидно. Потому что... и после того, как Григорьев победил в выборах, произошла инаугурация 2 апреля. И знаете, на Ютубе, если смотреть статистику лайков, дизлайков, можно как-то взгрустнуть. И знаете, что самое интересное? Человек, который стал мэром, буквально вчера-позавчера, очень недавно, взял отпуск на недельку. Причин, объяснений пока нет. И последняя новость из Якутии. Все-таки закончим на веселой ноте и поговорим о итальянском велосипедисте. Лоренцо Бароне. Человек, не знающий никаких преград. И он пытается покорить самую северную трассу нашего мира на велике. Он велосипедист-экстремал, и уже это у него получается 4-я или 3-я попытка. Самая первая попытка у него была минус 50, это зимой, и тогда, это было прям жесть. Stamattina la Siberia mi ha fatto una sorpresa, Siberian Surprise, e la temperatura è scesa a meno 35, alla faccia della primavera, rose e margherite. Я не представляю, как в минус 50 можно поехать на велике. Это вообще опасно для здоровья, можно реально же помереть. Ты же на велике. Люди в минус 50 на машинах боятся ездить, а человек из Италии, просто я восхищаюсь его упорством и тем, как он попытка за попыткой устраивает всякие ночлежки и все это ведет на своей прекрасной странице. Vediamo la temperatura di oggi. Fa freschetto. No, mi si sono congelati gli spaghetti. Солнце, гадина солнце. Остается пожелать Лоренцо только удачи. Надеюсь, он все-таки пройдет эту трассу. И вроде я рассказала все более-менее интересные новости, которые я знаю. Не знаю, насколько они понравились вам, насколько вы были уже ознакомлены с этими новостями. Немножко запоздала с выпуском, обещала еженедельные, но что-то пошло не так. Надеюсь, вы меня за это простите. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал. А с вами была Аина. Пока. Thank you.
Thank